Внимание для них – самый лучший подарок. Реабилитацию в республиканском центре проходят дети от года и до 15 лет. На сегодня никаких процедур. У них в гостях артисты. Впрочем, сами ребята тоже не прочь выступить на публику для своих друзей и родителей. Среди гостей Людмила Парижева со своей дочерью. Она одна растит девочку с ОВЗ 13 лет. Признается, это очень сложно, как морально, так и физически. Было очень много диагнозов в начале, когда мы родились. У нас была гипертрофия 3 степени, мы вес не набирали. То диадат две патологии. Целтяцы ГРМО уехали в Питер, в Санкт-Петербургскую академию диадат, циклически держишь. В 2019 году у нас уже перевели в город Пушкино, в Турнера. У нас сколиоз 4 степени и вывих и подвывих обеих бедер ретро. Диагноз кавуки от Тутхон по генетике, но пока подтвержден ДАЦ, но все равно еще надо обследоваться. Айша очень общительная и легко идет на контакт со всеми. Делится, что очень ждала этого праздника. Нравилось тебе мероприятие? Да. Что тебе больше всего понравилось? Ну, как там девушки выступали. Концерт был красивый. В Центре реабилитации детей-инвалидов в год проходят лечение около 1000 воспитанников. Каждый из них с различными диагнозами и сложностью лечения. Ежедневно им необходимо проходить сложные медпроцедуры. Международный день инвалидов отмечается ежегодно по всей стране. Основная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и подчеркнуть важность равных возможностей для них во всех сферах жизни, включение их в общество без дискриминации и отчуждения. Мероприятие организовано Общественной палатой республики. Для них это лишний повод сделать окружающий мир для детей-инвалидов более справедливым и доступным, вне зависимости от их физических и интеллектуальных возможностей. Я считаю, Международный день – это еще раз говорит о том, что права инвалидов, людей, особенных людей, они сегодня решаются на уровне. Они такие же, как и мы, у них такие же права и обязанности. Создать безбарьерную среду, облегчить состояние и научить преодолевать трудности. В реабилитационном центре разработан целый комплекс лечения, различные массажи и упражнения, а такие дни, как сегодня, стараются не пропускать. Мы всегда проводим мероприятия касаемо детей-инвалидов. А когда проводятся часто такие мероприятия, эти дети чувствуют себя востребованным в обществе. Это первое. Второе, они здесь проходят реабилитацию, и общение друг с другом таких детей приносит очень огромную помощь в сознании, реабилитации, в том числе и родители. Они востребованы, считают своих детей. Завершая встречу, каждого воспитанника центра обрадовали еще и сладкими подарками. Мадина Цора, Сулейман Костоев, Магаз 24.